И вот эти 33 года, который конфликт, они рассказывают свою сторону не только с политической точки зрения, они еще и рассказывают с религиозной точки зрения. На Всемирном Синоде съезде они, оказывается, 30 лет с греческой стороны рассказывали, что у нас здесь нету христиане, что у нас, оказывается, все мусульмане. Вы знали об этом, ребят? Кто-то знал вообще, что они базарят? Ни одного понтийского грека ты насчет Абхазии не обманешь. Каким люди? грекам это они рассказывают? Ну так есть, еще раз говорю, Синод собрания православных, и они 30 лет чешут там, что, блядь, в Абхазии большинство мусульмане, там церкви нету, им не нужно ни автокефалию давать, ничего. Понимаешь, хотя мы официально под каноном церкви заслуживаем иметь свою автокефалию. Мы можем сами быть, вот, допустим, есть российская православная, греческая, грузинская, да, украинская, так и мы можем быть своей, подчиняться официально, по всем канонам, по всему этому. Мы даже не то, что мы, блядь, в несколько раз больше имеем, чем даже там та сама Россия, имеем больше права иметь свою автокефалию, так как на нашей стороне апостолы были, понимаете? Апостольское государство, да, правильно. Ну а ты понимаешь, даже со стороны церкви они нас поджали. Я не знаю, везде. каким грекам можно эту лапшу повесить, если Афон первый в Греции, новый Афон в честь того Афона назвать это этот Афон. понятно. Это, блядь, прошло постсоветское время, когда не было религии, это одно. И еще я ж тебе говорю, они вот пока Илья был живой на собрании Всемирного Синода, ну, Синод, или как правильно рож называется, когда вот греческий католикос собирается, грузинский, русский, ну там русские не приезжали. И вот они рассказывали там, что в Абхазии преимущественно мусульмане, христиане, там язычники, а христиане вообще нету. Вот так они представляли, можешь почитать, там надо, я сейчас не помню точнее, где это пацан, мне, кстати, об этом мне, кстати, и грузин рассказал. Пацан грузин, который работает в архиве, вот здесь в ТикТоке, он мне рассказал, парень работает в центральном архиве Грузии, в Тбилиси, то есть у него есть доступ ко всем архивам. И вот я с ним общался, ну, конечно же, это был первый последний раз, потому что грузины на него напали и начали говорить, закрой рот, не рассказывай, не говори. А пацан говорит, почему я не должен говорить, если там то написано? Он же, Роза, как звать, который батюшка сейчас в Афоне? Дбар, да? Дбар фамилия? Он же в Греции учился, слушай. Да, он в Греции учился. И не Он он, в Греции а заканчивал. Вот он, кстати, другой Ампар. вот, он, кстати, Ампар тоже сторонник, помню. знаешь чего, Пинду? Он сторонник присоединиться к греческой, привет, он сторонник Дорофей, ну, кричит, мы должны вступить вот как раз таки в греческую автокефалию, если не свою, то в греческую должны, понял это? Ну, и у них разногласия пошли, определенные Ну, а разногласия. кто раздает автокефалии? Кто дает право, чтобы ты, допустим, сам управлял церковью? Ну вот они там сходили. Ты понимаешь, что Абхазия, вот на этом собрании, самого первого его, вот только он начал существовать, понял, это собрание, Абхазия там была, напомню, Роза, Пицунский, да, Питиусский. Да. Питиунский тогда батюшка приехал на это собрание. Это первое собрание в IV или в III веке было, когда они определяли судьбу православных людей. И вот как раз таки один из позванных туда людей был Питиунский, там, я не помню как его, ну вот он там был. И с того времени уже официально начала распространяться религия у нас. Но религия, смотри, Пиндос, есть каноны, понял? Вот каноны православия, и там есть черно по белому, есть определенная, ну, пишется определенная вещь. То есть, если на ту или иную землю, то есть в то или иное государство ступила нога одного апостола, то есть из 12, понял? Эта территория может автоматически провозгласить свою независимость. Так у нас же два были. Так вот, у нас не то, что один, у нас два. То есть, с точки зрения этого всего, мы автоматически должны провозгласить свою автокефалию, Абхазская православная церковь. Для чего нужно иметь свою? То есть, вот смотри, для чего все это нужно?
Говори, Рос, говори, если Я говоришь. говорю, независимо. Это в Никее. Да, о. Была же это первая, ну, грубо говоря, сходка их всех. Угу. Апсны Уайера. Автокефаль. Угу, А угу. это Греки нам дали. Почему Дбар и говорит, что в Грецию надо вернуть? Да. Никейский собор. Да, Да, я да, просто да. жаргонно выразилась. Гоша. Я просто время испортилась. А, Роза вас перебил? Нет, нет. Гоша, говорите. я не люблю, когда меня поправляют. Братуха, не обижайся, но он такого не говорил, что в Кто, греческую кто? церковь. Дорофей. Просто кто нас слышит, Кто они говорил? сейчас... Что в греческую церковь пойдем. Это я такое не говорил, братан. Когда я сказала, что одна из версий примкнут. Я такое не говорил, братан. Если я так сказал, я, Извини, тогда неправильно. извини. Я имею в виду, что он искал возможности вступить в автокефалию, ну, свою автокефалию больше. Но если нет, то как-то с греками сближаться, потому что... Не, Гоша, там, нет. Ну, не знаю. Может, Просто там, насколько я помню, насколько я помню, просто их сан, архиепископ же называется, а потом, да, идет дальше. Вот он этот сан имел, но с греческой стороны он имел, так как там он продолжил учебу. И, мол, вот это ему вменяли виной, но это не более того. А чтобы стать главным в абхазской церкви, нужно какие-то, как, знаете, майор, генерал, я не знаю, как у них называется, там это очень... Саны, ранги, да, тоже. Да, саны разные. И он этот сан имеет, по большому счету, но от греческой церкви. Вот в чем, что у него есть греческого. Больше ничего, он за абхазскую автокефалию. Это один из самых грамотнейших людей в Абхазии, можно сказать. Ну а кто вот это добро дает Апсны? Вот ну сказали, смотри, вот, подождите секунду. Ну смотри, в чем прикол, смотри. Сегодня вообще нас, батюшек, рукополагают, ты знаешь где? Гоша, Рукополагают и отправляют смог? учиться в Россию. Подожди секунду. Отправляют и учиться, и вот это все в Российской Федерации. То есть батюшки, чтобы нас только положат только в российская, русская православная церковь. Больше нас никто положить не может. Грузины, понятно, с грузинами какая ситуация политическая. И вот здесь из-за того, что Дорофей пытался, правильно я же говорил, что там с греками, то есть сегодня он официально отлучен от церкви, я там не знаю, какими-то... он отучен был до этого. Ну, то есть есть, где батюшка Виссарион читает, и ты это, наверное, видел или нет, что они официально его отлучили от церкви. Ты это не знаешь? Не, я слышал, церковь... Ну, я другое скажу, что Дорофей Дбар очень классный, очень хороший батюшка, и мне очень сильно он импонирует, он настоящий Апсуа Хаца, во первую очередь, и с точки зрения религии, его видения нашего мировоззрения, все, он красавчик, восстановление его, я надеюсь, что вообще он и будет основным и важным после нашего старшего Виссариона. Я надеюсь, они смогут найти общие точки соприкосновения во всей этой ситуации. Ну, что я хочу еще раз сказать. Вы же все прекрасно видите, что из церкви очень сильно превратили в очень серьезную политическую игру. Понимаешь? А русские прямо не могут, нас забрать из-за грузинов. С грузинами тоже у них же есть определенные связи. Что понял? Просто мы раз и вошли, мы, знаешь, как на весу. То есть они нас, грузинскую, мы автокефалию не признаем. То есть 33 года здесь не идут литургии, сюда не приезжают батюшки, да? Ну, то есть, допустим, вот у нас в храм, если место там батюшки освобождается, в храм откуда к нам привозят? С России, правильно? Нет, если у нас есть... Правильно же? Не слышу Апсны. Откуда получится? Да. А зачем нам это надо, если мы можем сами, еще раз говорю. Ну вот опять же, из-за вот этого всего, то есть Писание на вот этом судном, если нога апостола. Ну кто к этому придерживается? Никто. Они даже здесь нам не мешают. Если смотри, если опять же, они это тоже понимают. Если мы будем иметь возможность
провозгласить свою автокефалию, за этим и будет следовать другие политические моменты. Они это тоже знают. Из-за этого происходят вот эти моменты. Если кто-то до сих пор не понял или находится в непонимании, почему и как это происходит. Вот. Апсна, скажи, помнишь, одно время был раскол? За что был раскол? То что, Рос? Русская православная церковь она исключила Дорофея Да. от себя, исключила, как это называется сейчас? Ну вот, там из-за каких-то моментов, да. И внутренняя борьба началась внутри Абхазской церкви. Вот в чем дело. Наш главный поп Типилия, он как бы главный Ну там считается. кто-то, знаешь, что скажу, Роз, извини, Апсны, там кто-то между батюшками, кто-то постарался клин вбить, а так Дорофей очень уважает. Пинду я хотел. Пинду вопрос задал очень интересный. Кто это решает? Вот смотрите, эти законы, они каноны церкви. Они очень интересные, и о них знают только попы, по большому счету. И что мы здесь говорим, это... Кстати, если вы видели, кстати, кто видел интервью послевоенное, где батюшка Виссарион с этим сидит, как его, с Ильей Меори? Видели вы это? Что-то вы видели? Так, Гош, да, я скажу очень интересную вещь. Да, говори, брат, говори. Дорофей предлагал по какому пути идти? Он предлагал по болгарской, если не ошибаюсь, по болгарскому пути. Да, А народ, да. прихожане православной церкви встали, собрались, там, кому не безразлична была судьба болгарской церкви, и сами решили, кто у них будет, что у них будет своя православная болгарская церковь, и кто у него будет главный. Это один из вариантов он предлагал. А обычно это Понял, как признание Ладно, да, стран. правильно, я говорю, давайте перейдем на другую тему. Честно, это очень... Сложная тема, по большому счету, это такое... Очень такая тонкая, знаете, я еще раз говорю, мое почтение и уважение это к Дорофею Дбару, и безузмерное уважение и сильнейшее почтение это к Виссариону Апля, потому что Виссарион стоял, Виссарион, если кто-то не знает, стоял у истоков нашей Абхазской православной церкви, когда после войны, еще раз говорю, Абхазия была в разрухе, и некому было вообще не то, что церковь, а вообще жизнями заниматься, и Виссарион один в одного со своими близкими поднял и начал вести по Абхазии литургию Слова Божия. Дай Бог и всем им здоровья, они сами разберутся, они поумнее нас. Так что как-то так нас